Нет главенствующего. Хозяин дома нет. 50% она, 50% я. Любой вопрос мы решаем совместно. Так же, Надя? Да, Вот, совместно. Но я вам скажу так. Нет такой семьи, чтобы там все-таки маленькие трения происходившие. Люди разного характера. Но у нас всегда мирно, все хорошо началось. Всегда были с людьми. Ибо я понял жизнь так. Человек почему вперед ушел? Потому что он Бог с людьми живет. Но были тяжелые времена, что скрывать. Тяжелые времена были. Но мы их преодолели. Преодолели. Вы знаете, я скажу, в своей жизни у нас больше были радости, чем больше были. Одного человека жизнь это не волк человек. Он с Богом живет. И когда он делает людям, относится так же, как сам к себе самому, вот этот настоящий человек. ну, без обид семья не растет. Да. Так что обиды были, но они проходили. Отец был участник войны, а мать моя погибла во время войны. В 1943 году, когда немцы здесь были. У меня была жена моего отца, мачеха, Калаева Зарина. И они мне все время говорят, на родину, на родину, на родину. Там женишься, говорит, не дай Бог. И вот я приехал на родину, а мачеха побаивала. У нее была моя сестра одна, Танька, но она еще маленькая была. И она хотела, чтобы невеста была вот как Надя врач. И нас познакомили. И мы где-то месяца 2-3 встречались. И как бывает быстро по-стински, свадьба, то-то, сё-то и так далее. Вот, которая нас знакомила, до сих пор ее ругаю, ее в живых нет. Раза наши ездили в Сурдигору, чтобы уговорить родителей. 3 раза. За 3 земель. Да, какая это, Обычаи какие вот. обуза. Да. Но за такой женщиной нужно идти. Вы знаете, я вам скажу, Альбина, забегая вперед. Я считаю так. Если в каждой семье есть врач, это уже огромное дело. И дело все в том, что, вы знаете, я вам как скажу, тяжело на скорой, но опыт большой. И она сама врач высшей категории. Очень легко, когда дома врач есть. Очень легко. И я бы советовал каждой семье, чтобы побольше не оканчивали нашу медакадемию и наш медицинский колледж. Вот. А с другой стороны, я что хочу сказать, что в семье было. Относись к людям так же, как относишься к себе, сам к себе. И тогда жизнь пойдет лучше намного. У всех. Конечно, есть у нас вот такие. Скорая долго приезжает и туда-сюда. Ну, вот это тоже агитационный материал насчет скорой. Вот она, примером. Она ездила на поселение, где наши братья куда поселились за Брагером, туда-сюда. Приехали, и на нее сразу напросишь. Вы где до сих пор? Да у вас же, говорит, темно, ни улицы не видно, ни номер, ничего. Как нам искать? Видите, как получается? На нас, когда ингуши напали, У нас в плену была даже. я попала в плен. Да, 15 бригад выехали, и нас окружили ингуши. Мы так перепугались. А ихний муфти, Кади, какой умный оказался. Вы едете только за мной. И мы бригада за бригадой за ним поехали. И он нас вывел из Ингушетии в Осетию. И с тех пор мы с 70-го года, в январе была свадьба, сегодня у нас это 24-й год, 64-й год вместе живем. Да. Ну, честно говоря, как говорят осины, ачесаткну. У нас, знаете, как вот в нашем доме, вот я лично решил, нет главенствующего, хозяин дома нет. 50% она, 50% я. Любой вопрос мы решаем совместно. Так же, Надя? Да. Вот, совместно. Ну, я вам скажу честно, насчет детей не повезло особо нам. Мы уже старые, мы женились по 30 лет. Но дочка у нас есть.
это не в том дело, что она моя дочь. Вы видели, красавец. Вот. Она окончила Пятигорскую школу, Пятигорский институт иностранных языков. И там переводчиком. А когда мы поженились, был такой случай, с нами произошел. Она еще училась в мединституте. И ей тогда был Ревазов, был министром здравоохранения. И ей не давал свободного диплома. Я какое отношение имел, не знаю. Ну, я когда пошел, то довольно-таки мы жестко поговорили с друг другом. Вот. Я закон нормально знаю, потому что в Москве, когда после окончания Московского строительного института, я окончил заочно юрфак МГУ еще на старом корпусе, на Маховой. Вот. Я говорю, она же замужем, эта роль не играет. Ну, хоть деспот какой-то. Но я его четко поставил на место. Вот. И она как поступила, нет, до этого она работала в этом, на Титова, в нейрохирургии. А здесь при мне она поступила на скорую помощь. А скорая помощь, вы знаете, там какие сильные врачи, это ж, они сейчас тяжело больными очень. Вот. И всю жизнь на скорую провела. Имеет благодарность и наград много. Она заслуженный врач республики. Имеет медаль за трудовую славу. Ветеран труда. Много наград. Вот. И вот так мы вместе все Вот время. этот министр Реутов Реутов, да. был совсем еще молодым. Черные волосы у нее были, когда он меня туда позвали. У вас, говорит, много этих отзывов, и мы должны наградить это. А мы на автобаку тут: не надо, мне не надо. Но он не отстал. И нормально. Отец, я вам скажу, мягкого характера. Всю войну прошел от и до. Но ни одной царапины не было. Почему? Он 6 лет, еще на японской даже был водителем, шофером «Катюш», это отрывался. Нормально жили, хорошо. Но была дочка у моей мачехи. И мы с Надей решили так. Как-то нам квартиру свою надо делать туда-сюда в таком духе. А ей надо выходить замуж. Она красивая очень. Ну, думаю, что их стеснять. И мы взяли и ушли. Побыли вот здесь, на Губкаево, побыли 4 месяца. Пожили. Потом я от ГМИ получил квартиру на Кольбуса. Его обычно там дом был, университет, мединститут и ГМИ. Его считали домом учета соседей. И 2 комнат получил. Потом, значит, на революции пожили мы тоже квартиру сюда. Потом сюда поменялись, доплатили, и вот этой квартире живем. Но я вам скажу так, нет такой семьи, чтобы там все-таки маленькие трения происходили, что люди разного характера. Но у нас всегда мирно, все хорошо началось. Находясь на должностях больше, я из копейку не своровал. И все честно, вот. Когда-то он мне говорит: вот 19 тысяч, вот на них никто и не обращает внимания. И что делать? А мы, не трогай, потом придется тебе платить. Да. И не потрогали. 19 тысяч, вот так где-то Ну, у нас валялись. какая вещь. Вот я что хочу, вот, собственно, сказать. Мне тяготит прирост населения нашей республики. Очень сильно. Вы посмотрите, что в соседних республиках делается. По 10-12 детей. Или в обычае у нас такой, но мы сами виноваты. Мы не чувствуем работы нашего Штернахаша. Не чувствуем. Кстати говоря, там тоже побыл. Каким словом. Как обычно, молодая семья начинает, вот моя супруга не даст соврать. Начали мы с ложки. Так же было, Надя? С ложки начали. Ну что ж, я получал неплохую зарплату, она тоже на скорую нормально получала. Начали покупать ложки, то-то, сё-то, то-то, сё-то. Потом, когда на квартире, что потом не делать, ну, и мне и друзья помогли, ремонт. Сделали ремонт. Паркетные полы, красота. И потом постепенно
начали приобретать мебель, посуду и так далее. Но в то же время, Альбина, мы не забывали о себе. Одевались нормально. Все. У нас и норковые шубы были, одета будто. Но у нас родилась дочь. И мы цены не знали. Мы ее на руках носили. И училась на пианино, на танцы, на все. Вот. Это была наша радость, конечно, мы делали. Но постепенно, честно говоря, мы все, что мы приобрели, очень расчетной экономией. Расчетной экономией. Вот. Мы, конечно, не гнались там за весьма дорого. Это мы сейчас никому не уступим в богатстве. Но в то время мы старались не отставать от жизни, старались не отставать. Вот. И вели, честно говоря, себя скромно, но с достоинством. Так же, Надя? Как скажешь. А я, видишь, как мы, ну, вся друг друга так, как скажешь. Вот, вот. А она на скорой помощь. Конечно, тяжело мне как было. Она же как на скорой же она и ночами была. И вот с работы приходишь уставшим, она чувствует. Вот. Или разогревать пищу, или самому делать ужин и так далее. И одному дома тоже скучно. Но терпели, делали все. Кстати говоря, никогда мы от людей не отказывались. На похороны, на свадьбу, всегда все были на торжествах-то. Всегда были с людьми. Ибо я понял жизнь так. Человек почему вперед ушел? Потому что он Бог с людьми жил. Но были тяжелые времена, что скрывать. Тяжелые времена были. Но мы их преодолели. Первое, что это когда в семье мир и лад. Тогда легко решаются вопросы. Правильно, Надежда? Мир и лад. Как скажешь. Видите, как скажешь. Мы все меньше ответственности берем. Я знаю, например, такие случаи много, когда из-за того, что не хватило пищи, там семья распадалась, ругаясь, ушла, пришла. У нас такого никогда не было. Даже по силе своей возможности мы помогали. У нас 6 свояков, 6 сестер. И я им помогал, и они нам помогали. Дружно очень жили. Но когда люди тебя любят, а чтобы тебя люди любили, надо их любить. И именно жизнь как-то легче становится. А если человек закрывается у себя, куркуль называемый, ничего хорошего не будет. Ничего. Вот МГУ, друзья мои, с университета. Сейчас. Фотографий была куча. У меня вот с Клаудио координации потерялись. Вот видишь, вот они все. Вот они. О, КВН 62, мы первое место, да, в СССР взяли. Ну ладно. Я не все сутки работала, а в ночную смену. А что, он спит, а я работаю. А я приходила, он уходил на работу. А я приготовила, покушала, полежала, поспала и опять встала. А как? Как иначе работать? А? Да. Не тяжело было. Тяжело, конечно. Ну, ничего, молодые годы все удерживаем. А когда ребенок появился? Ой. Когда ребенок появился, у нас была такая хорошая няня. Как же ее звали? Надя ее тоже звали. Это, она была боголюбивая. Я в свое время много ездил, я был в этом Новосибирском отделении Академии по повышению от ГМИ. А как раз девочка. Вот, и она с няней, Надя на работе, она с ней. А потом я был в Ленинграде тоже на повышении. И тоже так же. Надя ко мне приезжала, а я оставалась с ней. Потому что она баптистка, правда, была, но очень честная, добросовестная. А вы знаете, чем скажу? Когда Ялочка родилась, не хватило молока грудного. И я бегал в молочную кухню. И соседи ее родственники тоже приносил им. Видите как? Они такие довольные были. Литр молока она мне приносила.
Я говорю, больше пол-литра не надо. А я, Ну, я не вылью. Куда хочешь, туда и девайся. а я с молочным. Моя отдавала тоже кому-то. Вот. Ну, вы знаете, я вам скажу, Нуждались. Альбина, честно сказать так. Сейчас жизнь лучше идет. Но в то время, в советском мире, люди были душой богаче. Любили больше друг друга, чем сейчас. Больше любили друг друга, чем сейчас. Я помню, когда после войны тяжелые периоды были, люди барду искали поесть. Мы когда у нас на Кисаево, где я родился, высоко, в 13 доме, обычно собирали на улицу, когда там машин вообще мало было. Уличные шагов, кто что приносил. И по 5 часов садились, сидели, ни пьяных, ни выпивших, ничего. И люди уважали, любили друг друга больше. А сейчас жизнь как-то пошла. Лучше стали, правда, жить, но душой стали более суровые. Но без обид семья не растет. Да. Так что обиды были, но они проходили. А так у меня обида еще, знаете, какая была? Я вам сейчас расскажу. Вы помните, когда был Одинцов? После Иркутских событий здесь был Одинцов. Он был ярый противник Осетии. Москва прислала войска Балоева. И меня вызывает к Одинцову. И он говорит, вы Байматов, я, говорит, не изучил, прочитал ваше дело, мы вас рекомендуем генеральным директором Чечен-Ингуш-Водоканал. Как ты его звали, я забыл. Я говорю, извините, говорю, я с России, с Москвы, на родину приехал, на родину быть полезным. И он меня выставил, говорит, да вы, говорит, политически вообще не грамотны, свободны. Вот, ну как, это тоже обидно очень. Вот. Но с другой стороны, меня знаете, что какая обида? Столько энергии я вложил, столько всего. И горводоканал запустили, развалили. Я вот своей жене так, я два слова скажу. Если бы ее не было со мной, я бы давно умер. А я бы давно умер. Правда. Она за мной вот так сидит. Но она, я не хвастаюсь, но она врач высшей категории, очень опытный врач. Вы знаете, я скажу, в своей жизни у нас больше были радости, чем больше были. И, честно говоря, так. Вот у меня такой характер. Я людям всегда делаю только добро. Вот я вам скажу такую вещь приду. Я пришел на базар, она говорит, ну там купить индюшку, туда-сюда. Ну, мне так свой там, ну несколько там индюш продает. Я постоянно свяжу, что такое. Вы, говорит, меня помните, Григорий Михайлович. Я говорю, извините, нет. Когда было тяжелейшие времена были, я на работу приехал. Вот красоты. А у нее 2 детей была, жена больная. И он без работы, нечем кормить было. И он вышел с бедности. Я сделал большое добро. Но у меня, правда, подарки просто. Но я живу, знаете как? Одного человека жизнь это не волк человек. Он в обществе живет. И когда он делает людям, относится так же, как сам к себе самому, вот этот настоящий человек. Практически, я говорю, были, конечно, неприятности, там, ну, не по моей, но в основном нормально все было. Но знаете, я вам как скажу, прежде чем это сделать, подумайте. Подумайте. Не спешите. Вот. И любите людей. Любите людей.